Фарид Фаизович, я знаю, что вы многогранный человек. Соответственно, и Международная ассоциация исламского бизнеса, и Всемирный конгресс татар. И я знаю, что вы занимаетесь благотворительностью. Вот. Но я знаю, что вы еще и творческий человек, вы еще и песни поете. Так ведь? Да. У меня на сегодняшний день больше 55 песен, Так. и уже из них несколько клипов есть. Мы готовим на кухне МГС Мебель. Крупнейший российский производитель корпусной мебели теперь и в Казани. Актуальные современные кухни в любом стиле. Огромный выбор качественных материалов от демократичных ПВХ-покрытий до элитных итальянских пластиков и модного испанского алвика. Модные оттенки, сложные текстуры и надежная фурнитура. Изготовление по индивидуальным размерам и адекватные цены. Фирменный салон в Казани, ТЦ Савинова, 5-й этаж. МГС Мебель для жизни. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программы «Секреты татарской кухни». И сегодня у нас в гостях руководитель Казанского отделения Всемирного конгресса татар Фарид Фаизович Мифтахов. Встречайте! Добрый день, здравствуйте! Добрый день! Мы всех, во-первых, поздравляем, да, уже с прошедшим, с наступившим, наверное, Новым годом. Да, я тоже хочу поздравить всех с наступившим Новым годом, всех наших православных друзей с Рождеством, с таким большим праздником, и пожелать всего самого лучшего, долгих лет жизни, крепкого здоровья, чтобы в мире и согласии также дальше жить. Хорошо, что мы встретились сегодня здесь. Я смотрю, вы не с пустыми руками к нам пришли. Да, я, пользуясь случаем, конечно, принес национальный подарок чак-чак и, конечно же, вот конфеты с изображением Кул-Шарифа. Рахмет Бегу, И, конечно же, спасибо. самое главное, вот хотел в вашу студию набор чашек, где на каждой чашке написаны аяты из Корана, которые каждый человек, приходя к вам, и вы сами тоже прочитав, немножко возьмете себе как бы уроки жизненные. Фарид Мифтахов, руководитель Казанского отделения Всемирного конгресса татар, председатель правления Национального благотворительного фонда Республики Татарстан «Булгар». Родился в деревне Хулбай-Мараса Нурлатского района ТАССР. Окончил Казанский государственный университет по специальности юриспруденция, Современный гуманитарный институт в Москве и Казанский государственный университет по президентской программе «Переподготовка управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации». Дважды лауреат республиканского конкурса «Человек. Золотое сердце», лауреат республиканского конкурса «Руководитель года» и победитель республиканского конкурса «Благотворитель-2008». Фарид Фаизович, расскажите, что мы сегодня будем готовить? Я знаю, что ваши передачи много готовили, особенно вот национальные. Очень много в нашей поэтому передаче готовили. Мы часто смотрим ваши передачи, очень нравится. И, Спасибо. конечно же, надо сказать, что татарская кухня, она не такая обширная, что ее можно каждую неделю показывать, поэтому мы немножко обновляем эту кухню, может быть, дополнения свои какие-то. Так, Я вам предлагаю сегодня сделать картошку запеченную в духовке, и зачинка там будет грибы, мясо и рыба. То есть будет горячее и холодное. Отлично. Тогда с чего начнем, скажите? Как могу я вам помочь в приготовлении всего этого? Я думаю, картошка, которая у нас сегодня есть, духовкой запечем. Так. Пока она будет печься, мы вам с вами уже приготовим начинки. У нас духовка уже разогрета. Тогда запекаем. Выкладываем картошечку нашу. Так. И еще 2 картошечки. Все. Сколько по времени будем запекать? Я думаю, где-то 20-30 минут. А в это время будем делать начинку. Мы готовим на кухне МГС Мебель. Крупнейший российский производитель корпусной мебели теперь и в Казани. Актуальные современные кухни в любом стиле. Изготовление по индивидуальным размерам и адекватные цены. Фирменный салон в Казани, ТЦ Савинова, 5-й этаж. МГС Мебель для жизни. С чего начнем? Руслан, если можно, я вас прошу лук нарезать. Надо Отлично. будет. Я в это время режу грибы. Естественно, чтобы фарш пока готовился, пока мы режем, его надо будет тоже обжарить. Обжаривать. Отлично. Да. Давайте тогда мы запустим пока фарш. Расскажите, пожалуйста, вообще, как так вышло, что вы любите готовить? Ну, во-первых, готовить, наверное, все любят, просто... Кто-то умеет, а кто-то не я умеет. хочу сказать, что мы любим готовить, но это обычно бывает по праздникам. Во-первых, просто и выходные длинные, и все-таки есть интерес, чтобы немножко чем-то заняться. А так, конечно же, готовить, потому что у нас деятельность, работа, мы дома-то
бываем, но не так часто, чтобы сидеть, готовить. Когда я бываю вот мы на Кавказе, там мужчины все любят готовить, особенно вот мясо. И когда просто смотришь на них и по-хорошему завидуешь, потому что все-таки вот у них это хорошо получается и очень интересно. И очень вкусно. Какое у вас любимое блюдо из все-таки вот из татарской кухни, скажите? Ну, татарская кухня у нас, скажем, разнообразная. И, конечно же, это мясо, картошка. Это все бывает в тесте, скажем, и губадья, и шпичмак. Все, поэтому мы с детства привыкли к этому. Поэтому нам все это нравится. Так, нам нужно посолить фарш или нет? Обязательно надо посолить. Обязательно. Хорошо. Вот с солью у меня, конечно, тут я не всегда дружу. Иногда я не Много не надо досаливаю. соли. Ну, чуть-чуть. А что у вас бывает, ну, традиционно на новогоднем столе, так скажем, блюдо? Ну, вы правильно сказали, традиционно. Это, естественно, под шубой салат. Так. И, соответственно, другие салаты. Рыбные. Лук мы режем мелко, да? Я так понимаю, чтобы обжарить с грибочками. Да. Так? Ну, с вашими предпочтениями в кулинарной сфере все понятно, мы разобрались. Хочется немножко узнать о вас побольше. Родился я в Нурлатском районе. В паспорте у меня написано Кульбаева Мураса. Ага. Это, кстати, родился где основатель татарского театра Габдулла Кариев. И многие еще люди знатные. Ахмедзаки Хазрат Сафиуллин, который был в советское время мечети Марджани имамом. Один из таких очень авторитетных людей, очень уважаемых хазратов. Но я там только родился, а так я жил, учился в школе. И уже всю основную жизнь, то есть молодость, юношество, это в Казани. Уже в Казани, да? Да. Так, ну смотрите, у меня здесь фарш готовится, все хорошо. Это у нас одна начинка, давайте Все вторую. отлично. Мы уже Грибы тоже нарезали, лук готов. Да, я предлагаю сейчас обжарить грибы с луком вместе вот на этой сковородке. Вы Так. пока этим займетесь. Я сыр и Будете чеснок. натирать, да? Да. А скажите, пожалуйста, а когда появился у вас интерес, ну, так скажем, к общественной деятельности? К тому, чем вы сейчас Да, я занимаетесь? хочу сказать, что мы уже говорили, что молодежь, молодые годы, после армии, работа, потом 90-е годы, скажем, у нас, сами знаете, в стране заводы закрываются. Ну да, не Вот. самое И, лучшее наверное, время было. Скажем, такие времена идут там перестроечные, непонятные. Но в это время как раз вот я получил уже высшее образование экономическое, Так. потом уже начал работать в бизнесе. И что касается общественной работы, у меня в 2001 году отец и мать, к сожалению, в один год ушли из этой жизни. И в то время в деревне люди хотели, чтобы просто деревню восстановили мечеть. Я это услышал, и в честь как бы матери решили построить мечеть. В 2003 году с участием муфтия Республики Татарстан Гусман Хазрата, с Хазратов, открыли эту мечеть. И вот в тот момент как бы отношение к матери, увидев, мне предложили работать вместе с фондом «Они мама». Так. Вот. Это направлено на защиту материнства детства. Ага. Я, конечно же, согласился, вот мы работали. И вот в процессе этой работы решили, что мне желательно пойти в депутаты. Я хотя там депутатов тогда только по телевизору видел. Да, и как бы никогда желания такого у меня не было. И, Руслан, в 2005 году были выборы в Казанскую городскую думу. Так. И благодаря Всевышнему и нашим избирателям я стал депутатом Казанской городской думы. В те годы у нас прием избирателей тоже были много вопросов, связанных с отоплением, Ага. подъездные окна, подъездные двери. Тогда домофонов не было. О, Железных я помню это железных время. дверей не было. Крыши текли, трубы текли. Ну, я имею в виду, вот за эти годы, вот когда нас спрашивают, что изменилось, я хочу сказать, что я был и по подвалам ходили, и по чердакам ходили, Так. и с бабушками, и в квартирах были. Я помню, как это все было. И сегодня, спасибо, хочу сказать, руководству республики, города от имени жителей, что вот все-таки у нас город лучше стал. И в продолжение общественной работы, конечно, после городской думы, получилось так, что я попал в Государственный совет Республики Татарстан. Я считаю, что если городская дума это, как, скажем, одно образовательное учреждение, как техникум, а Государственный совет это как институт. То есть это два
хороших диплома, которые надо получать за эти 5 лет. Так. И, конечно же, от этого я надеюсь, что и опыт работает. Руслан, кстати, я чеснок выдавил. Ага. Еще вот один чеснок положим. У меня вопрос, грибочки мы солим или нет? Конечно, подсолить надо. Все, отлично, хорошо. Видишь, как чеснок, смотри, как делается красиво. Да, И вкусно чувствуется будет. уже запахи, ароматы. Мне здесь Так со что, всех сторон товарищи, уже. дорогие друзья, зрители, смотрите, как надо готовить. Учитесь. И учитесь, как говорится, да? И нас учить иногда. Да. Когда сыр с чесноком мы смешали вместе, Ага. мы его вместе вот так аккуратненько засыпаем в посуду. Так. Естественно, майонезом заправляем. Так. Без майонеза здесь никак. Чтобы было... Это же новогоднее блюдо. Конечно. Куда это мы же- без майонеза? Говорят, майонез, конечно, не очень полезен, но без этого Раз не в можем. год можно. Я живу по такому принципу, что раз в год мы делаем салаты с майонезом на Новый год, и раз в год это нормально. Так, у вас эта начиночка готова. Фарш готов. Грибы с луком тоже готовятся. Поэтому давайте мы прервем сейчас на небольшую рекламу, вернемся и уже будем продолжать дальше. Друзья, ну что ж, напоминаю, вы смотрите «Секреты татарской кухни», и у нас сегодня в гостях руководитель Казанского отделения Всемирного конгресса татар Фарид Фаизович Мифтахов. Вот. И мы готовим вкусный картофель сегодня с разными начинками. Да, сегодня новогодний аромат. Так. И сразу вспоминается детство. Да. И знаешь как, Руслан, детство — это Новый год, это песни. Какая песня у нас была всегда для всех модной? Модная, в тренде, скажем. Да. Ну, в лесу родилась елочка. В лесу Давай- родилась давай елочка и маленькая елочка. Все-таки пока у нас готовится, доготавливается, споем песню. Не вопрос, елочка у нас есть. Друзья, давайте, новогоднее настроение, праздники еще не закончились. 3, 4, поехали! В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Зимой и летом стройная, зеленая была. Вот сразу настроение лучше. Все, сразу взбодрились немножечко. Давайте. Итак, ну что, смотрите, картошка у нас все, мы ее запекли, она у нас готова. Да, сейчас Будем обязательно ее... надо ее резать. Так, мы ее Берем разрезаем пополам, я так Пополам, понимаю. по нашему рецепту пополам, аккуратно. Так, Режем. так вот. Несколько штук сразу нарежем, чтобы пока остывал, потому что картошка горячая. Согласен. Играли в горячую картошку в детстве? нет? Конечно. Еще как. Тогда ловите. Берем ложку. Мгм. Немножко картошку снутри вытаскиваем, для того, чтобы начинку туда можно было положить. Потому что у нас картофель запеченная Мгм. с начинкой. Помните, да? Вот так достаточно, я Да, думаю, вот да? так. Много не надо. Все. Сюда складываем. Фарид Фаизович, ну, я вот вас уже представлял неоднократно, что вы руководитель Казанского отделения Всемирного конгресса татар. Да. Звучит очень мощно, действительно. И очень полезную работу проводится. Ну, какие-то есть вот из недавних какие-то интересные проекты, может быть, сейчас в работе или прошли, которые... Естественно, Всемирный конгресс татар работает со всеми татарами всего мира. Так. И при поддержке нашего правительства, президента, Мгм. и в свое время Ментимир Шарип Шаймиев эту деятельность начинал. Так. И мы видим, каждый год у нас проводятся форумы, начиная от молодежных форумов Ага. для преподавателей, учителей, женщин, религиозных деятелей, для бизнесменов, предпринимателей, Ага. которые татар. И, конечно же, в декабре недавно вот у нас прошел форум. Это партнер Татарстана, куда съезжают со всего мира все татары. И как раз здесь встреча, они чувствуют свою, как бы скажем, принадлежность татарскому народу. Так, к Республике Татарстан. свои Да. корни, так скажем, И да? от этого, скажем, президент видит инвестиционный климат, куда, как, кому рекомендовать, кто чем должен заниматься. Мгм. И я считаю, что это очень полезно для Татарстана, в первую очередь, в экономическом плане, и, конечно, для татарского народа. Формочки у нас готовы. Остается только выкладывать начинку сюда. Да, давайте вы со сковороды. Давайте. Начнем я- с грибов, с Давайте. грибной начинки. Давайте, у нас будет конвейер такой, мы будем шик потихонечку. Так, есть.
Ставим сюда. У вас сыр, а И я самое еще... главное, аккуратно берем сыр и сверху, чтобы это было красиво. Ну и потом, соответственно, это будет очень вкусно. Ставим. Противень. И все выкладываем туда. Всё. Фарид Фаизович, скажите, ну, я знаю, что у нас татар же по всему миру просто огромное количество. А как они коммуницируют обычно? Да, Процесс? про деятельность форумов и других мероприятий в других регионах, с других сторон тоже мы говорили, но объединяющим фактором, я считаю, что является праздник Сабантуй, который, может быть, не у всех народов это есть. Некоторые говорят, зачем это Сабантуй, но Сабантуй объединяет не только в наших селах своих одноклассников, друзей, там, кто вместе жил, но он объединяет еще тех татар, которые за пределами нашей, не только Татарстана, но и России. Это сегодняшние дни, я знаю, что проводится Сабантуй в Австралии. Потому что в Австралии каждый год, я помню, в декабре, круглый год во всем мире празднуют этот праздник. И многие, встречаясь, видят наших артистов, видят наших певцов. И, конечно же, это, еще раз хочу сказать, при поддержке нашего руководства, президента. Что касается России, это у нас федеральный Сабантуй ежегодный, по регионам бывает. Также Татар КЗ, Татар ЕГТ. Вот в этом году Татар КЗ был в Ижевске. Следующий год будет в Узбекистане Татар КЗ. Ого. Это хочу сказать, что именно увидев масштаб деятельности Татарстана, Всемирного конгресса татар, люди оценивают тех татар, которые живут у них в регионе. Поэтому я считаю, что это очень важно. Вы прекрасным делом занимаетесь. Итак, друзья, в картофель мы начинку вложили, сыром посыпали. Теперь нужно, чтобы это все расплавилось и стало очень вкусно. Да ведь? Обязательно. А для этого нам нужно ее в духовку отправим. Буквально на несколько минут. До тех пор, пока у нас сыр просто не расплавится. Так. Закрываем. Все. Пару минут, и это все будет прям невероятная вкуснятина, друзья. Невероятная. Так, мы движемся дальше. У нас же осталось еще остался картофель, осталась еще начинка, остались еще помидоры, из чего мы сделаем холодные помидор закуски. резать, а Так. вы лук нарезать. Отлично. Давайте. Держите. Да, спасибо. Лук мы режем для того, чтобы потом еще с селедочкой. Да, чтобы сверху. Фарид Фаизович, я знаю, что вы занимаете еще один немаловажный пост. Вы также полномочный представитель президента Международной ассоциации исламского бизнеса в Приволжском федеральном округе. Да, это Международная ассоциация исламского бизнеса. Так. Президентом является Марат Вазыхович Кабаев. Находится в Москве, работает со всеми, в первую очередь, исламскими республиками. И я считаю, что моя работа, как руководитель Казанского отделения Всемирного конгресса татар, и МАИБа, она больше, я вижу, что объединение татар, предпринимателей, бизнесменов в Приволжском федеральном округе. Потому что 14 регионов, и в них во всех как бы активно работают наши татары. Так. И это очень тоже полезно, и в то же время я считаю, что это выход на международный уровень с исламскими странами, с мусульманским миром, потому что у нас и руководитель, президент Республики Татарстан является председателем группы стратегического видения России «Исламский мир». Татарстан является проводником между Россией и мусульманским миром, потому что мусульманский мир заинтересован в России и в экономическом, и в политическом плане, я считаю. Поэтому вот она наша общественная в то же время работа. Она, конечно же, очень интересная и, надеюсь, она полезная. Так, ну что, я приступлю к селедке. С удовольствием. С вашего я разрешения. приступлю к помидорам. Новогоднее настроение должно быть у нас. И в приготовлении пищи тоже. Такая холодная Да, закусочка чтобы, у нас. самое главное, чтобы телезрители тоже не скучали. Я надеюсь. Кстати, о Интересно том, должно чтобы быть. наши телезрители не скучали. Фарид Фаизович, я знаю, что вы многогранный человек. Соответственно, и Международная ассоциация исламского бизнеса, и Всемирный конгресс татар. И я знаю, что вы занимаетесь благотворительностью. Вот. Но я знаю, что вы еще и творческий человек, вы еще и песни поете. Так ведь? Да. Как так случилось? Что вас вдохновило на это? И когда это произошло? Я думаю, что каждый из нас в детстве пел, старался. Ну, да. Да. И потом я долго об этом не думал. И вот буквально в 2009 году, первый раз, Так. мне дали стихи. Стихи мне понравились. Я что-то решил, как-то сам не понял, как, но получилась песня.
Так. Потом сделали аранжировку, спел, вроде бы так самому понравилось, как бы, да. И вот после этого начали предлагать уже стихи, стихотворения там. И, само собой, какие-то песни. Вот у меня на сегодняшний день больше 55 песен. Так. И уже из них несколько клипов есть. И в своем исполнении, как бы авторское исполнение. И самое главное, для меня они очень как бы важны, потому что я эти песни провожу через свою душу, свою жизнь. И каждый раз, когда я их слушаю, ну, как бы ухожу в свой мир и этим живу. У нас практически все готово. Я, значит, в картошечку, селедку с луком сделал. Вы в помидоры всю нашу начинку тоже сделали. Так что все у нас готово. Сейчас будем накрывать на стол и пробовать все, что мы приготовили. Все отлично, Руслан. Запеченный картофель с различными начинками. Сначала приготовили начинки. Для первой начинки говяжий фарш обжарили с репчатым луком и приправили специями. Для второй начинки обжарили шампиньоны и лук, приправили солью и перцем. Для третьей начинки селедку нарезали небольшими кусочками, а красный лук полукольцами. Целые клубни картофеля запекли в духовке, затем разрезали пополам и вырезали середину. В освободившееся пространство поместили начинку. Часть картофеля наполнили говяжьим и грибным фаршем, посыпали тертым сыром и отправили в духовку на 5-10 минут. Оставшийся картофель наполнили ломтиками селедки и луком. Закуска из помидоров с сыром. Сыр натерли на крупной терке, добавили измельченный чеснок, майонез и хорошенько перемешали. Помидоры нарезали кружочками и сверху на них выложили подготовленную массу. Все у нас готово. Мы накрыли красивенько на стол. Давайте пробовать, Фарид Файзович. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Ашларымыз тәмле булсын, как говорится. Яңа елда яңа бәхет белән бергә ашарга. Так, я начну с грибной начинки. Да. Так, ну-ка. А я с мясом. Вообще. А я еще жую. Но я могу сказать однозначно, что это очень вкусно. Ну, картофель, во-первых, он сам по себе вкусный, да, но он немножко суховат, может быть. Но вот с грибами он прям такой сочный. Мне прям очень нравится. Так, а вы Ой. помидорки уже попробовали? Помидоры Да. на самом деле очень вкусные. Так, Особенно чувствуется чесночок. чеснок в норме добавлено. Так, вам нужно куда-то сейчас на работу после этого или нет? Праздники же. Какая работа? Тогда едим с Отдыхаем. чесноком, все нормально. Мгм. Прекрасно. Ну и самый новогодний ингредиент, мне кажется, к которому мы привыкли, это селедка с лучком. Ну-ка. Да. Определенно, да. Это очень вкусно. И самое главное, что это готовится так быстро и так просто. И в этот момент, вот, друзья, все, кто нас смотрит, мужчины, дайте отдохнуть своим женам, своим прекрасным половинкам и приготовьте сами вот это для них, для всех. Это действительно просто и несложно. И самое главное, вкусно. Фарид Файзович, огромное вам спасибо, что вы пришли к нам сегодня. Мне было очень приятно с вами познакомиться и приготовить эти вкусные блюда. Спасибо большое. Друзья, ну и всех наших телезрителей, то есть вас, дорогие наши любимые, мы хотим поздравить с наступившим Новым годом и пожелать вам, конечно, счастья и здоровья. Яңа елда тәбриклисем килә, барыгызны да озын гомерле булыгыз, бәхетле булыгыз, балаларыгызның, оныкларыгызның рәхәтен күреп яшәгез. Озын гомерле булыгыз. Бәйрәм булыгыз. Да, друзья, это были секреты татарской кухни. Всем спасибо, до свидания. С вас, конечно же, песня. Я вас не могу просто так пустить. У меня есть любимая песня, как раз с Новым годом связана, на татарском языке. Бурай, бурай, тышта карлар ява, ә мин синсез ялгыз бер үзем. Яңа елны ялгыз каршыларга, әй Ходаем бирче бир түзем. Сиңа иркәм, сиңа теләгем шул, бәхетсезлек
Акса ишігін Иде юғылафу итігіздіп Баршы чығырайсын бәхітің. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на YouTube.